Подразделения Центра госинспекции по маломерным судам МЧС России и Якутского поисково-спасательного отряда продемонстрировали сегодня готовность сил и средств к сезону навигации. Виталий Абрамов продолжит. В программу смотра вошли обход строя, личного состава и маломерных плавательных средств. Кроме того, проверили знания функциональных обязанностей сотрудников и техническое состояние судов и их укомплектованность. Мы к этому подготовлены, все. Нас тоже руками, голыми не возьмешь. Все у нас есть, оснастили, все подготовили, и знания у нас есть. В этом году на вооружение Центра ГИМС поступило 14 единиц новой техники. Они позволят увеличить количество рейдов и патрулирований. Аэробот «Тайфун 1000К», который также поступил в пользование Центра, можно использовать в районах, недоступных для прочих видов транспорта. Если на реке идет сплошной лед, то не каждая лодка может выехать, даже будь то алюминиевая или, допустим, на воздушной подушке. А данный аэробот, он может, соответственно, поехать, ему лед не составляет особое препятствия, и он спокойно эксплуатируется в этом режиме. Подразделения ГИМС на 30% состоят из новичков, но смотр показал, что они готовы к выполнению задач по обеспечению безопасности людей на водных объектах. Навигация у нас открыта, личный состав уже приступил к работе, к патрулированию. Ну и обеспечение безопасности на водных объектах по всей республике, где у нас сегодня открыта навигация. Таким образом, все 36 тысяч маломерных судов, зарегистрированных в Якутии, будут под чутким контролем госинспекторов. И в то же время ГИМС информирует судовладельцев. Судоводителям необходимо иметь при себе судоводительские регистрационные документы, наличие спасательных средств, недопустимо превышение норм пассажировместимости, соблюдение тактико-технических характеристик судов и строгое выполнение правил пользования маломерными судами обеспечит безопасность и позволит избежать трагедий на воде. Виталий Абрамов, Павел Никифоров, Роберт Набиев, Василий Слепцов, НВК «Саха», Якутск.